В книге Ихья Улумуддин приводится история об одном бедном мусульмане, который, засыпая перед сном, сказал: «О Аллах, Ты сделал богатым такого-то, Ты сделал бедным меня, даровал такому-то и обделил меня». И заснул. И во сне к нему пришел праведный человек и сказал: «Продай мне свое зрение за 100 тысяч динаров». Он сказал: «Нет». Тогда он спросил его: «Тогда продай мне свой слух за 100 тысяч динаров». Он сказал: «Нет». Сказал: «Тогда продай мне свою руку за 100 тысяч динаров». Он сказал: «Нет». Тогда он сказал: «Тогда продай мне свою ногу за 100 тысяч динаров». Он сказал: «Нет». И стал перечислять его орган за орган. Затем в конце ему сказал: «Аллах Всевышний даровал тебе милости на тысячи и тысячи динаров, и ты не благодаришь его за это. Однако ты спрашиваешь, упрекаешь его, почему он даровал этому богатство какую-то вещь и обделил и не даровал это тебе». Тогда он встал, когда проснулся, сказал: «Альхамдулиллах, хвала Аллаху». И здесь вспоминается историю, которую приводит один шейх. Он говорит: однажды меня родственник позвали в гости на ужин. И я пришел, там было много людей. Я здоровался с всеми. Когда я подошел к одному мужчине, протянул ему руку, он не протягивал ко мне руку. Потом, когда я внимательно на него посмотрел, то увидел, что у него нет рук вообще от плеч. И он говорит: весь вечер я время от времени на него смотрел. Когда прислуга обходила людей с кофе, я знаю, что он хочет это кофе. Однако, что он скажет? Скажет тому, кто стоит рядом с ним: «Помоги мне, я хочу попить кофе». Перед этим человеком было столько прекрасных фруктов, он не мог попробовать ни один из этих фруктов. Хотя желал, возможно, им. И он говорит: тогда я стал задумываться о жизни этого человека. Какова она? Элементарный вопрос. То, чтобы справить нужду. Что приходится терпеть этому человеку? Его должен кто-то взять, вместе с ним пойти, открыть, включить свет, раздеть его, он справить, почистить его, одеть его. Мы привыкли видеть благо только в деньгах, в домах, в машинах. Есть много блага, которое Аллах оказал каждому, который даровал каждому из нас. Но мы не ценим, как правило, это благо до тех пор, пока не лишаемся. И здесь напоминание человеку, чтобы человек, задумав, не смотрел на тех, кто выше него или лучше него живет,